В этом году лучшим производителем-экспортером промышленной продукции стала компания «Хамса», изготавливающая рыбий жир и муку. В номинации «Лучшее предприятие в сфере оптовой розничной торговли» победила компания «Премиум». Победителем среди предприятий в сфере сельскохозяйственной отрасли стал тепличный комбинат «Кындах Агро», а ресторан «Эрцаух» стал лучшим предприятием общественного питания. Я благодарен, большое спасибо организаторам, всем, которые это организовали и заметили нас, и оценили наш патриотизм и отличную работу. Будем стараться для поднятия экономики Абхазии. Пятизвездочный отель в Гагре «Wellness Park Отель» признан лучшим объектом размещения курортно-туристического сектора. Номинация «Прорыв года» досталась единственной компании в Абхазии, которая занимается добычей щебня – Объединенный перерабатывающий комплекс. А в номинации, которую в этом году выдвинула ТПП «Социальная ответственность и благотворительная деятельность крупного бизнеса», победу одержал завод «Вина и воды Абхазии». В номинации «Лучший абхазо-российский бизнес» победила компания «Амобайл». Прежде всего я хотел бы поблагодарить организаторов мероприятия. Нам очень приятно, что именно наша компания была отмечена в данной номинации. Подобного рода номинации в различных сферах очень позитивно влияет на конкурентную среду и влияет на то, чтобы наши компании становились лучше и работали над качеством сервиса. Конкурс был организован Министерством экономики Абхазии совместно с Торгово-промышленной палатой республики и проходит уже во второй год. Он был учрежден первым президентом Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадием Гагулием. Его основная цель – развитие и поддержка предпринимательства в республике. Мы считаем, что проведение данного конкурса оно способствует не только созданию благоприятных условий для развития предпринимательства в республике, но и, конечно же, развитию экономики республики в целом. Мне бы хотелось отметить и тех участников, которые, согласно отбору оргкомитета, не попали в финал конкурса, потому что это достойные представители абхазского бизнеса, которые вносят особый вклад в развитие нашей экономики, которые создавались в разные годы и в разные экономические условия, с поддержкой и без поддержки государства, и которые на сегодняшний день очень достойно представляют отечественного производителя. И мы со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы представлять их интересы и не только внутри республики, но и за пределами. Подготовка к нему велась на протяжении месяца. Всем конкурсантам были отправлены специальные анкеты, которые Торгово-промышленная палата Абхазии разработала совместно с Министерством экономики республики. По сравнению с прошлым годом список участников заметно увеличился. На участие в конкурсе было подано 60 заявок, из которых организаторы отобрали 23. В конкурсе было представлено 8 номинаций, на победу в каждой из которых претендовали 3-4 предприятия. Министр экономики республики Абхазия Адгур Ардзинба рассказал об основных критериях, по которым были отобраны конкурсанты. В первую очередь, конечно, мы смотрели на экономические показатели, на количество рабочих мест, которые они создают. Потом мы смотрим на динамику, есть ли рост, есть ли какие-то внедрения новых технологий. Конечно, количество и объем налоговых платежей, налоговая дисциплина, прозрачность ведения бухгалтерского учета – все это для нас очень важно. То есть, когда мы отмечаем того или иного предпринимателя, это некий такой показатель, да, на что надо равняться всем остальным предпринимателям. Конечно, может быть, есть и другие предприниматели, которые могли бы удостоиться этих наград, не уступающие по всем этим показателям, но это не одним днем и не в один год все будет проводиться, и в будущем. Вы знаете, в прошлом году некоторые номинанты получили, в этом году уже немножко другие. Я думаю, что из года в год каждый найдет свою награду. Развитие экономики страны во многом зависит от успеха и стабильности частных предпринимателей. Подобные конкурсы позволяют детально увидеть предпринимательскую сферу страны, более глубоко изучить существующие проблемы и обозначить направления, по которым стоит двигаться дальше. Аля Катрапш, Алексей Агухава, Александр Чернов, Абхазское телевидение.